Когда нужно расширить дорогу, говорят, у вас красная линия вот здесь проходит. Основывается на документах 70-х годов, 90-х годов, как удобно, 2000-х годов. Слушайте, а кто вообще решает, где должна проходить красная, там, зеленая, синяя линия? Кто принимает это решение? Если принимает решение один архитектор, то он же может на настроение свое посмотреть, проснуться сегодня, вот так хочу красную линию провести. На деньги, за деньги он может, да, там, получил деньги, тут красную линию убрал. По поручению может это сделать. Но так же не должно быть. Из-за красной линии один человек лишает сотни, а то и тысячи людей имущества. И изымается на основании этой красной вонючей линии у людей земли, что абсолютно неправильно. Я вам просто один еще факт тут приведу. Сейчас все говорят про Киргизию один, да? Вот я вам сейчас скажу. В прошлом году парковую зону Ататюрк определили. Тохтоналиева 86, многоэтажка, входит в парковую зону. Сейчас мэрия судится с этим многоэтажным домом. Рядом дом Тохтоналиева 88, земельный участок принадлежал Камчи Кольбаеву. Изъяли в пользу государства. Разрешили там строить многоэтажный дом. С ним никто не судится. Вот буквально в 2024 году разрешили там строить. Генеральная прокуратура, возле него строится бизнес-центр. Тоже вроде парковая зона, входящая в парк Ататюрк. Разрешили же строить. Почему? Кому-то можно, а кому-то нельзя. Сколько можно? Но это же прекратить уже нужно. Нельзя же так. И еще ходить у людей отнимать собственность. Если нужно отнимать, то знаете, у кого нужно отнимать? Я вам даже подскажу. Вот недавно наш бывший президент Курманбек Бакиев проводил ифтар. А кто позволил деньги переводить? На какие деньги он проводил здесь ифтар? Вы уж извините, но есть судебное решение, на основании которого должны были изъять все эти деньги в пользу государства. Если, конечно, кто-то судебное решение это не отменил. Вот у кого надо отнимать. Деньги переведены или кто-то начал от его имени здесь делать, сразу забирать деньги в пользу государства. А не у тех людей, кто давно построил свои дома и вот говорит, вот здесь красная линия проведена. Надо это уже приостановить.